Здравствуйте! В эфире Сибайского телевидения программа «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость в нашей студии военный комиссар города Сибай и Хайбулинского района Республики Башкортостан Ринат Фанилевич Забиров. Здравствуйте, Ринат Забиров. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ринат Фанилевич, наша с вами встреча, можно сказать, символична, потому что мы встречаемся буквально накануне праздника Дня защитника Отечества. У нас накопилось, конечно же, много вопросов. Я думаю, что вопросы найдутся и у наших телезрителей. Вы можете задать их. Мы работаем в прямом эфире. И телефоны в студии 5 14 94 и 5 14 95 уже активированы. Вы можете набирать уже эти номера и задавать свои вопросы. Я обязательно передам их нашему гостю. Ну а пока. Вот еще несколько лет назад мальчишки и сами, и при помощи родителей старались всячески уклониться от военной службы. Сейчас, судя по всему, ситуация изменилась в корне. Как вы думаете, с чем это связано? Я бы не сказал, что уклонение от военной службы носило какой-то массовый характер. Во всяком случае, у нас в республике количество таких призывников составляло, наверное, около 5%, не больше. Но, тем не менее, да, на самом деле их количество намного уменьшилось. Сейчас это, наверное, около 1,5% от общего количества состоящих у нас, например, на воинском учете. Но в первую очередь это связано с тем, что ужесточилось законодательство в этом направлении. Всем известно, что граждане, которые не прошли военную службу, не имея на то законных оснований, уже не принимаются на государственную, муниципальную службу, ну, также государственные органы, ну и также и работодатели, особенно крупные компании, всегда в большинстве случаев смотрят, кто есть этот гражданин, служил, не служил, если не служил, по какой причине. И к нам, конечно, поступает очень много запросов из государственных органов о том, по какой причине, например, тот или иной гражданин, который к ним хочет поступить на работу, не проходил военную службу. Во-вторых, конечно, это изменение отношений самого общества к прохождению военной службы и нетерпимое отношение к таким людям, молодым людям. И много других причин, которые поспособствовали уменьшению такого количества таких людей. В Сибае много ли уклонистов? Ну, в Сибае по итогам 2016 года таких в списке граждан, местонахождение которых не удалось установить, 55 человек. Но, опять же, должен пояснить, что это не все из них те, которые целенаправленно уклоняются или избегают службы в армии. Среди них есть те, которые убыли в другие города, например, на учебу, ну и вовремя не встали на воинский учет или не смогли прибыть в город Сибай для прохождения призывной комиссии. Но по нашим оценкам, тех ребят, которые целенаправленно уже решили избежать службы, ну, около 20 человек, наверное, получится. Ну, опять же, это около 1,5% от общего количества призывников, состоящих на воинском учете. А какими методами вы находите и привлекаете тех, кто бегает от военного комиссариата? Приходится идти на какие-то хитрости, потому что есть очень много, ну и в интернете, и по телевидению, таких анекдотично обыгранных ситуаций про то, как комиссар военком заявляется домой под разными личинами. Приходилось ли идти на какие-то вот такие? Методы установления местонахождения разные, конечно. Всех профессиональных секретов я, конечно, вам раскрывать не буду, иначе это не будет секретом нашим. Выдумывать. Да, придется выдумывать новые. Но есть методы. Ну, в первую очередь, конечно, посещаем по месту жительства, устанавливаем, где он учится. Ну, я еще раз говорю, таких ребят очень мало, которые целенаправленно избегают. Ну, и методы работы с ними тоже есть. Найдете всех? Ну, скажем так, всех не получится, но стремимся к этому. Даже во время Великой Отечественной войны были уклонисты, да, и годами есть такие случаи в истории, что годами, даже десятилетиями скрывались в сараях, в подвалах, на чердаках, потом только выявлялись. Поэтому всех, наверное, не получится, но мы к этому стремимся.
А как прошли призывные кампании вот весна и осень прошлого 2016 года? Есть чем гордиться? Призывные кампании весенние, осенние прошли в плановом порядке. Всего за год у нас вызывались 620 призывников. Каждый из них прошел медицинское свидетельствование, профотбор и прошел призывную комиссию. И из них призвано на военную службу и отправлено к месту прохождения военной службы 157 человек. Годность к военной службе в целом составила по городу 71%. Ну и получается, что почти каждый третий у нас по состоянию здоровья не может проходить военную службу. Это, конечно... А вот в связи с этим вопрос. Больше всего какая причина по здоровью в отказе? Причины классические. Это в первую очередь пониженное питание, недостаточность питания, ну, говоря проще, дефицит массы тела. Второе – это плоскостопие, сколиоз, деформация грудной клетки. На третьем месте анемия и тому подобные вещи. На четвертом месте психические расстройства. Так распределяется. Понятно. А вот сейчас весной, да, снова будет отправка наших парней, то есть впереди еще 2 призывных кампании. Есть какие-то особенности вот нынешних призывных кампаний, какие-то изменения и какой план определен на наш военкомат? Изменения в законодательство о воинской обязанности военной службы, конечно, вносятся периодически. Из последних это то, что призывники с высшим образованием имеют право выбора военной службы или по призыву год службы, или по контракту 2 года службы. Также Генеральным штабом в конце 2016 года предложено распространить эту норму и на призывников со средним образованием. Ну, этот вопрос со среднеспециальным? Да, со средним профессиональным образованием, то есть выпускников колледжа. То есть они тоже скоро будут иметь это право. Но другой вопрос, конечно, что это не пользуется такой большой популярностью среди призывников. То есть предпочитают лучше по призыву, но на год, чем по контракту, за прошлый но на год 2. с таким заявлением у нас обратился всего 1 человек. Также с 1 января 2017 года лица, обучающиеся в средних профессиональных учебных заведениях, будут иметь отсрочку до конца учебы. Раньше они имели до достижения 20 лет, вот сейчас с 1 января эта норма уже распространена до конца учебы. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что в студии работают телефоны 514-94 и 514-95. Вот по этим номерам вы можете звонить и задавать свои вопросы Ренату Фанилевичу. Где сейчас проходят службу наши призывники? Наши призывники проходят военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск. Ну, в первую очередь, конечно, основная масса – это в сухопутных войсках. В воздушно-десантные войска за год направлено всего 4 человека. Ну, также есть ребята, которые служат в воздушно-космических силах, в ракетных войсках стратегического назначения 4 человека и в войсках Национальной гвардии 25 человек. А география какова? География самая широкая, начиная с Ленинградской области и кончая Дальним Востоком. Но последний год-два даже были ребята, которые повидали и остров Итуруп, Курильской гряды. То есть, получается, на вашей памяти самая далекая точка – это… Пока Итуруп, да. Это Итуруп. Вот при распределении, вот как раз мы заговорили о том, что разные роды войск, что учитывается, то есть на что обращается внимание, исходя из каких параметров распределяются ребята по родам войск? При назначении гражданина в тот или иной вид вооруженных сил или род войск учитываются практически все нюансы. В первую очередь, конечно, это здоровье призывника. Разные критерии для разных… службы, конечно, да, А или Б. Или годен к военной службе, или годен к военной службе с незначительными ограничениями. Есть еще показатели при назначении, конечно. Например, в категории годности B1, B2, B3, B4. Например, если у него, предположим, пролапс митрального клапана, да, у него уже B4, он не может
в определенных видах вооруженных сил служить, а может служить, например, в сухопутных войсках только. То есть это первое. Второе – это морально-деловые качества призывника, конечно, учитываются. Кто он, из какой семьи, характеристика его, с места учебы или работы, результат профессионально-психологического отбора и многие-многие другие нюансы, наличие судимости, близких родственников и так далее, и так далее. То есть вся информация, которая поступает к нам из различных служб, инстанций и так далее, это все учитывается. В период подготовки к очередному призыву и во время призыва мы запрашиваем необходимые данные со всех структур, государственных учреждений, лечебных, образовательных учреждений. Ну, это все данные, конечно, хранятся в личном деле и учитываются. А имеет ли значение личное желание призывника? То есть, ну вот, пришел он на призывной пункт и говорит, что хочу я именно вот в такие войска или в такие войска, или вот туда попасть, географическое какое-то место. Или личное желание призывника учитывается при том, что если он годен в те или иные войска, да, если он годен к военной службе, имеет хорошие морально-деловые качества и так далее, мы, конечно... Ну, может быть такая ситуация, что вы ему говорите, призывнику, что вот ты можешь здесь, здесь и здесь служить, что ты выберешь? Или вы просто распределяете и все? Такое право, не то что выбора, право выбора места службы имеют граждане семейные и женатые, имеющие ребенка. То есть они имеют право проходить службу вблизи от места жительства. Или в Республике Башкортостан, или в близлежащих регионах. Челябинской области, Оренбургской областях. В основном мы их туда направляем. Но это принимает решение, опять же, военный комиссариат республики. Вот такой вопрос. Вы вскользь упомянули, ну какое все-таки наказание, что ждет граждан, достигших порога призывного возраста, да, 27 лет, и не прошедших военную службу? Ну, кроме того, что их там неохотно берут на работу. Их ждет справка взамен военного билета формата А4. То есть, где будет написано, что гражданин не проходил военную службу, не имея на то законные основания. А может человек в 28 прийти и говорит, вот я тут подумал, все-таки одумался и хочу отслужить? Ну, призывной возраст у нас с 18 до 27 лет. Все? Все. Дальше потом нет, не берут? По закону мы уже не имеем права призывать. А какие пособия предусмотрены семье военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и имеющего ребенка? Так, пособие. Если ребенок родился в период военной службы гражданина, то выплачивается ему единовременное пособие в размере 29 700 с чем-то рублей. И последующее ежемесячно 12 770. 12 770 рублей. А послабление в службе? До достижения возраста ребенка 3 лет. То есть если в период службы 3 года ему... А какие-то послабления, там ему побольше отпуск, почаще отпуск? Нет. Такое законодательство не предусмотрено. Если по рождению ребенка, конечно, командир части, как правило, предоставляет отпуск по семейным обстоятельствам. Ну, насколько я знаю, военную службу, да, то есть службу по призыву могут проходить не только парни, да, в нашей стране. Только парни. А по призыву только парни, а девушки только по желанию. Тут просто к нам поступил вопрос от наших телезрителей. Дочь заканчивает медицинский колледж. Может ли она по заявлению поступить на службу и куда? Ну, прием на военную службу по контракту решается самой воинской частью. То есть мы, например, девушек на военную службу по контракту не набираем. Единственное, мы набираем девушек для поступления в военное училище. Определенное военное училище, где предусмотрен набор девушек. Но их тоже не так много и не все специальности. То есть, в принципе, вот этой девушке, да, конкретно? Если она хочет поступить на службу по контракту, конечно, это надо решать с воинской частью, в первую очередь. Если они согласны ее взять. Это найти какую-то конкретную воинскую часть нужно? Да. То есть запросы в какие-то воинские части отправить, найти, и потом уже к вам? Да.
Если есть отношения с этой воинской частью, конечно, мы будем с ней работать. Вот еще один вопрос от Тимура Исхакова. Хочет поступить на службу по контракту для борьбы с терроризмом. Есть ли такая возможность? 32 года, ранее не служил. Ранее не служил? Да. Ну, скорее всего, такой возможности у него нет. Опять же, в зависимости от его годности к военной службе. Почему не служил? По какой причине он не должность? служил, да. А то еще, может быть, и какое-то наказание будет, ну, кроме того, что порицание, скорее всего, да? Сегодня развернута активная агитация среди молодежи, вот как раз мы вернулись к вопросу о службе по контракту. Охотно ли сибайцы идут на такую службу контрактную? Ну, военную службу по контракту мы набираем в плановом порядке в течение всего года. Задание нами выполняется ежегодно. За прошлый год, за 2016 год, мы отправили на службу 37 человек, именно на должности солдат-сержантов. Также работаем по набору офицеров запаса, но это носит как бы тоже индивидуальный характер по заявкам воинских частей. То есть какие они нам дают заявки, на какие специальности они набирают, нужны офицеры. Если, говорится, на учете они у нас есть, мы по ним работаем. Опять же, если есть желающие. Ну, потому что вот в соцсетях, в пабликах довольно часто звучит вопрос от ребят к тем, кто уже служил. Стоит ли идти, не стоит ли, сколько платят, какие условия. Вот как-то различается это там, с прошлым, ну, служба по контракту существует довольно давно. Конечно, воинская часть, одна воинская часть от другой отличается сильно, в зависимости от того, какие задачи она выполняет. В какой-то воинской части денежное довольствие 25 тысяч, там, 35 тысяч, а есть воинские части, где и 75, и 150 тысяч. Но там и совершенно другие. Конечно, это совсем другие условия службы, да? Ну, риск и все, что с этим связано. Вот так вот. 5-14-94 и 5-14-95 – это телефоны нашей студии. Задавайте свои вопросы. В объявлениях по набору на контрактную службу часто указываются офицеры запаса. С чем это связано? Не берут рядовых? Ну, я уже почти ответил на этот вопрос, можно сказать. Набором по контракту на должности рядовых солдат, сержантов запаса, сержантов мы набираем в плановом порядке в течение всего года. Офицеры, да, по заявкам воинских частей. Вот не так давно в нашей стране возникло такое понятие, как альтернативная служба. Да? Что касается альтернативной службы, часто ли применяется такая практика и для кого? Ну, этот закон действует с 2002 года. Если мне память не изменяет, желающих вот, по городу Сибаю нету. Нет. То есть, ну вот расскажите более подробно. На моей памяти было, конечно, когда написали заявление, один гражданин как бы пропустил сроки, потому что это заявление должно быть написано не менее чем за полгода до очередного призыва. Да. Ему было отказано в этом праве. И второй тоже написал, потом отказался от этой службы. То есть расскажите более подробно. Вот я человек несведущий, да, но я тоже там мама, да, и в перспективе у меня сын будет призывником, если ничего не поменяется и не станет наша армия совершенно полностью контрактной. Так вот, что такое альтернативная служба, кто может на нее претендовать и вот как это все происходит? Ну, где проходит эта альтернативная служба? Проходит в гражданских организациях. То есть это Министерство труда определяет те организации, где эти ребята могут проходить военную службу. Но это именно в том городе? Нет. Это также может в любом на территории Российской страны. Федерации, да. Тут нет такого, что именно вблизи от дома. Такого права у этих ребят нету. Ну и срок, самый главный срок альтернативно-гражданской службы превышает в 1,75 раза, чем военная служба. То есть 21 месяц. 21 месяц. Да. Ну, поэтому проще, наверное, отслужить
Ну, военную службу, чем наверное, те, эту кто служили во времена, когда служба длилась 2 года, сейчас улыбнулись, что 21 месяц. Не знаю, но в то время альтернативная служба длилась 3, почти 4 года. Поэтому, да, в зависимости, конечно, от срока службы. Вот здесь еще такой вопрос. Кому за 50 набирают ли на службу в Украину? Это провокационный вопрос. Да, провокационный вопрос. На военную службу в Украину мы не набираем. Да, потому что там наша страна вообще не ведет никаких боевых действий, военных действий. Граждане у нас состоят на воинском учете, солдаты, сержант запаса, до 50 лет. После 50 они снимаются с воинского учета. То есть ни о какой там военной службе по контракту говорить не приходится. Вот так. Ну, про альтернативную службу. То есть, получается, человека могут послать, я не знаю, могут его там куда-нибудь на рыбный траулер определить на 21 месяц? Ну, в основном, насколько мне известно, в лечебное учреждение в основном определяют. Санитарами? Ну да, санитарами и так далее, на должности технического персонала и тому подобное. То есть лишь бы, ну, главное отличие это то, что ты не в сапогах и там у тебя нет побудки, отбоя и прочего, да, а в общем-то, ну, такой же подневольный человек получаешься, ну, на 21 так. Месяц. А в связи с чем вот выбирают альтернативную службу? Какие основные? Я не могу сказать, я вам еще раз говорю, ну, вы же что в моей практике такого не было. В вашей практике не было. Вот было 2 человека, которые отказались от этой службы, да? А каждый призывник Мне не приходилось с такими ребятами разговаривать, и не знаю тех ребят, которые проходили альтернативную гражданскую службу. Ну, когда проходит призывная кампания, каждый призывник получает информацию о том, что он имеет право на альтернативу, или об этом вообще просто не говорится? Ну, у нас нет такой обязанности доводить на них, какое они имеют право, там, проходить альтернативную гражданскую службу или военную службу. Они вправе выбирать сами. Сейчас, как говорится, век информационных технологий. Я думаю, что каждый гражданин имеет, вернее, знает, на что он имеет право. Тем более те ребята, которые хотят заменить службу, да, военную, это альтернативную. Они сами уже ищут вся эта информация есть, да, в общем доступе. Но она не носит такой актуальный характер для нас. Поэтому я утверждаю, что нет смысла времени тратить на этот разговор. Ну, а какая ведется в нашем городе вот военно-патриотическая работа с молодежью? Что делается для того, чтобы, ну, вот, образ армии повысить, статусность и прочее? Патриотическая работа, конечно, ведется в городе на довольно высоком уровне. Это, конечно, комплексная работа, да, работа всех заинтересованных структур. И это и учебные заведения, отдел образования, комитет по делам молодежи, военный комиссариат, общественное объединение. Все, конечно, они всем этим делом занимаемся вместе. В начале учебного года составляется сводный план мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, куда вносятся практически все мероприятия, которые проводятся на территории города. Их более 60, которые носят массовый характер. Но также в течение весеннего, осеннего призыва военным комиссариатом совместно с комитетом молодежи мы проводим праздники, День призывника, в ходе которого чествуем ребят, которые подлежат очередному призыву на военную службу с приглашением представителей общественных организаций, ветеранов, боевых действий, военной службы. Также много других мероприятий. То есть это носит такой общий характер. Ну, а на ваш взгляд, какие мероприятия наиболее действенны? Ну, любое мероприятие этого направления, да, оно имеет свое действие. Ну, а вот беседы, да, беседы, вот вы наверняка проводите беседы в школах, да, классные часы, встречаетесь там, ну, с выпускниками школы. Период первоначальной постановки ребят на воинский учет мы ежегодно с января по март проводим первоначальную постановку 17-летних граждан на воинский учет. В период постановки в обязательном порядке проводим беседы, объясняем
что такое воинская обязанность, да, что такое военная служба, показывать видеофильмов, приглашаем также ветеранов военной службы, привлекаем, конечно же, работников военкомата, которые имеют опыт военной службы. Ну и в течение всего года это делается. Праздники, да, дни воинской славы, все это не остается без внимания. А вот на вашей памяти было такое, чтобы молодой человек после того, как отслужил в армии, пришел к вам и сказал: вот здорово все-таки, что в свое время я попал в армию, там, ну, это стал мужчиной. Довольно часто. То есть обратная связь есть? Я понимаю, Конечно. что вы там их определили, там на учет поставили, вовремя отправили, а вот дальше есть общение Ну, на моей памяти, во всяком случае, никто, ни один из них не пришел и не сказал: вот зря вы меня отправили в армию, я потерял время. Такого на моей памяти ни разу не было. В основном ребята возвращаются довольные и тем, что отдали. Все-таки так и остается актуальным то, что армия из любого мальчишки делает мужчину. Конечно. Ваше напутствие вот, будущим защитникам Отечества, что бы вы хотели сказать? Ну, надо готовиться к военной службе. С молодых лет, конечно же, заниматься спортом, в первую очередь физкультурой, подготовкой к военной службе, заниматься в военно-патриотических клубах, их довольно много у нас в городе, и становится все больше. Было вот в школах сейчас, в 7-й школе кадетские классы открылись, в 9-м лицее, поэтому есть много возможностей, тем более в городе, да, много у нас. Город чем отличается? Тем, что много спортивных сооружений, всевозможных. Есть Ледовый дворец, бассейн, физкультурные комплексы, да, всевозможные. Поэтому это надо использовать, по возможности. Ну, вкладывать надо не только, наверное, в здоровье, но и... Здоровье и, да, и морально, конечно, готовиться. Морально готовят именно в таких клубах. И ребята в процессе, опять же, патриотического воспитания, мероприятий. Ну что ж, спасибо. Увы, время пролетает очень быстро, и эти полчаса тоже завершаются. С вами была программа «Крупным планом». Я напоминаю, что гость в студии — военный комиссар города Сибай Хайбулинского района Ринат Фанильевич Забиров. Я от всей души, от имени телекомпании поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, Днем Защитника Отечества. Спасибо за вашу откровенность. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на телеканале РЕН. Всего доброго и берегите себя.